Оба спортсмена шли к этой победе не один год, усиленно тренируясь в школе самбо. С 9 лет они отрабатывают болевые приемы, учатся тактике борьбы. Кстати, Артем Щербаков в этом году уже становился чемпионом первенства Европы, а Айдера Лаврентьева только начала пополнять свою копилку. И поддержка ей была необходима, как никому другому. Артем, вот он боролся в пятницу, а Айдера боролся в воскресенье. И Артем уже он приходил в зал для того, чтобы ее, как говорится, разогреть и поддержать само собой. Он одел спортивную форму и ее вместе с ней спарринговался для того, чтобы ее поддержать. Артем и Айдера сама скромность. Во время встречи даже почти не улыбались. Зато на ковре, по словам их тренера, не стесняются. Мы ждали этого результата. Но мне как тренеру я волновался, но мне было интересно посмотреть, как они борются с представителями других стран, как это будет все выглядеть. Но они победили и доказали, что чувашский самбист, ведущий роль в сборной команде России, имеет. Вот. А по борьбе Айдера первую схватку боролась с победительницей первенства Европы, молдаванкой. И была очень тяжелая схватка, где она задачу в принципе не выполнила, поставленную модель схватки, но собралась и в воле характера, наверное, больше выиграла. Михаил Игнатьев поблагодарил золотых медалистов мирового первенства за проявленное мастерство и волю к победе. Показали они свое высокое мастерство и защитили спортивную честь всего спортивного общества, да и всего чувашского народа. Впереди у ребят новые старты и новые победы. Совсем скоро будем болеть за наших на первенстве Приволжского федерального округа. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.